С помощью диаграмм визуализировать можно различные данные для различных целей. Сейчас давайте попробуем визуализировать календарный план. У нас есть вот такой вот некоторый план, с помощью которого планируется внедрять некоторое программное обеспечение в какой-то компании, и есть даты, связанные с этим планом. Для каждого этапа плана у нас есть дата начала и дата окончания. Ну и, соответственно, мы знаем длительность того или иного этапа. В таком варианте он удобен, но не очень красив. Давайте попробуем это исправить. Я выделяю данные из первых двух столбцов, название этапа и дата его начала. Дальше переключаюсь на вкладку «Вставка» и в группе «Диаграмма» выбираю тот тип диаграммы, который мы будем строить. Строить мы будем гистограмму, и нас интересует линейчатая с накоплением. Вот в таком вот виде пока что выглядит наш график работы. Давайте его сделаем покрупнее, чтобы нам было лучше видно. Далее я копирую длительность из нашей исходной таблицы, переключаюсь назад на диаграмму и добавляю на нее только что скопированную длительность. Затем выделяю ряд данных, который отражает начало. Перехожу на дополнительную вкладку «Формат». Выбираю пункт «Заливка фигуры» и указываю, что заливки у нас не будет. Таким образом, мы заливку скрыли, и эту фигуру мы больше не видим. Далее нам нужно настроить ось. Давайте настроим вертикальную ось. Кликаю по ней правой кнопкой мыши, выбираю пункт «Формат оси». Далее на открывшейся панели форматирования оси нас интересует раздел «Параметры оси», и здесь нам нужно выбрать вот этот пункт, поставить галочку «Обратный порядок категорий». Если мы этого не сделаем, то в этом случае контроль реализации у нас стоит на первом месте, а подготовка проекта на последнем. Нам же нужно этот порядок сделать обратным, ну то есть таким образом, чтобы на диаграмме он у нас отображался как реальный порядок действия. И также настроим горизонтальную ось, выделяем ее, делаем по ней правый клик мышью, выбираем формат оси. Для этой оси нам нужно задать несколько параметров. Первое, что мы укажем, это минимальное значение. В качестве него мы пропишем самую раннюю дату из нашей таблицы с данными. В нашем случае это 1 апреля 2020 года. В качестве максимального значения мы пропишем самую позднюю дату из нашей таблицы. Это 12 мая 2020. Затем укажем основные деления единицу. Таким образом, мы зададим разбиение дат по одному дню, то есть сколько дней будет проходить от одной метки даты до другой. Давайте растянем, чтобы нам было лучше видно эти даты. И сразу же проставим промежуточные деления, тоже единицу. Пока что нам даты все равно видно не очень хорошо, точнее вообще никак не видно. Давайте переключимся в раздел «Размер и свойства». И здесь нам нужно задать направление текста. Вместо горизонтального укажем вариант «Повернуть на 270 градусов». Мы повернули направление текста для горизонтальной оси. Пока что, опять же, нам видно не очень хорошо. Давайте сделаем немножко больше всю нашу диаграмму в целом, а вот основную ее часть, наоборот, уменьшим, чтобы данные с датами могли у нас спокойно уместиться на визуализации. Теперь даты нам уже видны. Ну и давайте добавим линии сетки для того, чтобы нам легче было ориентироваться внутри нашей диаграммы. Для этого нажимаю на кнопку «плюс». Здесь меня интересует сетка. И нам нужно оставить следующие галочки.
основные главные по вертикали и основные главные по горизонтали. Все, что нам осталось настроить, это внешний вид вот этих оранжевых столбцов. Кликаю по ним правой кнопкой мыши, выбираю пункт «Формат ряда данных». И здесь нам нужно будет задать размеры и цвет этого ряда данных. Цвет мы поменяем в разделе «Заливка» и выберем вместо оранжевого тот, который нам больше нравится. Пусть у нас будет цвет серый. Сворачиваю заливку и осталось поменять размер. Размер мы поменяем в параметрах ряда. Здесь у нас указан боковой зазор 150%. Вместо него мы давайте укажем 0. Таким образом сделаем ряды полностью по ширине выделенного для них места. И теперь нам уже существенно лучше будет видно данные применительно как к датам, так и к этапам нашего проекта.